октября мы отмечаем Международный день мамы. И сегодня нашу тему дня мы посвятим именно им, а точнее тому, как уделяется внимание комфортному материнству в нашей республике. У нас в гостях председатель женского совета Губинского округа города Якутска, член Российской экологической академии Лидия Сыроватская. Здравствуйте. Добрый день. И СММ-менеджер, один из экспертов проекта «Сделано руками мамы» Юлия Спонникова. Здравствуйте. Добрый день. Дорогие радиослушатели, вы можете задавать вопросы, позвонив во время прямого эфира по телефону студии 320404 и написав на номер WhatsApp 8 924 590 16 25. Телефон прямого эфира 320404, WhatsApp 8 924 590 16 25. 29 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране десятилетия детства, согласно которому период до 2027 года в нашей России объявлен десятилетием детства. Это было сделано для того, чтобы придать новый импульс масштабной работе в интересах детей. И буквально вчера завершился форум республиканский первый, «Женщина долины Туймада. Консолидация во имя детей». Лидия, расскажите, как прошел форум, какие вопросы интересовали участников? Данный форум прошел очень хорошо, плодотворно, и в рамках этого форума состоялись круглые столы, встречи, фестиваль-конкурс «Северянка», где участие приняли женщины и семьи с малочисленных народов Севера и Арктики. После завершения форума будут рекомендации, которые войдут именно, будут приняты меры, по которым, возможно, у нас в республике на законодательном уровне уже возрастут еще меры поддержки семей, а также именно по безопасности детства тоже будут затронуты вопросы. В этом году в столице республики прошло немало мероприятий, посвященных мамам. Так, например, в октябре прошел первый республиканский фестиваль «Инстамам». Лидия, тоже расскажите, пожалуйста, о том, как прошел фестиваль, сколько было участников, вообще, понравился ли формат, что было в программе фестиваля? Данный фестиваль, он у нас проводился в городе Якутске, и, конечно, масштабность была очень большая, около 400 мам приняли участие, и в данном фестивале были затронуты такие актуальные секции, образование, здоровье, красота, психология для детишек. И сейчас, скоро, начнется данный фестиваль уже в городе Алдан. На этом мы переходим уже к старту программы, «Сделано руками мамы». Юлия, пожалуйста, расскажите, что это за мероприятие «Сделано руками мамы»? Это не одно мероприятие, это вообще комплекс мероприятий, большой проект, это Общественный институт семьи, победитель грантов президента Российской Федерации. Вообще, идея участвовать в грантах появилась еще в марте этого года. Девушки из Союза женских организаций РСЯ, стали инициаторами этого проекта. В мае начали писать, подали заявку, и не так давно, уже в конце года узнали, что стали победителями, получили грант. Естественно, много партнеров у этого проекта, это Министерство труда и социальных отношений, Общественная палата РСЯ, окружная администрация города Якутска, Министерство по молодежной политике и социальным отношениям. В общем, очень много партнеров, которые как раз и помогут реализовать этот проект. Он призван помочь мамам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, то есть мамы детишек до 3 лет, помочь им самореализоваться. Не только быть мамой, женой, но и что-то делать самой. Не обязательно это рукоделие, как сделано руками мамы, это не только рукоделие. Это может быть какая-то удаленная работа, самореализация, кем мечтает, кем хочет стать мама, как она себя видит. Может быть, она какую-то переоценка ценностей произошла во время декретного отпуска. Что-то такое. Как раз мы хотим помочь мамам раскрыться, реализоваться, найти баланс, не потеряться в декрете. Это как раз
направлена наш проект. Мгм. Ну, получается, там мамочки проходят у вас обучение, да, или они могут уже со своей какой-то просто прийти, у меня есть такая идея, да, и вы сможете помочь реализовать его. У нас, получается, несколько экспертов, которые проводят обучение для мам. Обучение проходит 1,5 месяца, 6 недель. То есть наши эксперты — это юрист, психолог, эксперт по финансам, по личному бренду, по карьерному менеджменту, по СММ. То есть эксперты, которые расскажут о том, как можно себя презентовать, как упаковать свой проект или себя лично. Если, например, девушка хочет, вот, например, она хочет быть блогером-мамой, да, то есть не обязательно она что-то должна производить, да, вот материальный какой-то объект. Она может найти удаленную работу, поверить в себя, возможно, ей нужна какая-то психологическая помощь. То есть это очень такой многогранный проект. Она не обязательно должна быть рукодельницей. И психологическая помощь, она тоже оказывается, да, у вас есть психологи? Да, у нас есть психолог Надежда Васильева, она руководитель Центра Надежда, и вот она как раз будет рассказывать мамам о том, как вообще скорректировать свое психологическое состояние. Если есть какие-то тревожные звоночки, в конце проекта у нас будет организована форсайт-сессия в каждом из улусов, которые принимают участие. И во время вот этой форсайт-сессии можно будет пройти личную консультацию с психологом. То есть участницы могут пройти, если заранее там запишутся. И это тоже как бы одно из ключевых мероприятий будет. Ну, в течение всего года будет проходить этот проект. Какие будут принимать участие улусы и вообще женщинам как там стать участницами? У нас география в этот первый год реализации проекта немножко сужена, то есть планируется вообще до 2022 года охватить все улусы, но пока что на 2020 год у нас запланировано это Мегино-Кангаласский улус, январь-февраль 2020 года, потом горный улус, это март-апрель 2020 года, Якутск плюс пригороды, это май-июнь, май-июнь, Намский улус июль-август, и Хангаласский улус это сентябрь и октябрь. В ноябре 2020 года мы уже подводим итоги, проводим ярмарку удаленных вакансий, то есть для всех девушек, которые пройдут у нас обучение, они смогут поучаствовать в ярмарке удаленных вакансий и найти себе, возможно, работу, то есть, возможно, они что-то хотят, как-то себе представляют, найти именно удаленную работу, вот мы им тоже как бы в этом можем помочь. Они получают сертификаты и на основе этих сертификатов уже ищут работу. Вот. Этот сертификат, то есть, поможет в будущем им найти работу? Да. Через Министерство труда, если что, оно поможет? Да, вот именно, как они тоже, как наши партнеры именно поступают. Хорошо, спасибо. Мы еще к этому вернемся. Хорошо. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Делитесь мнением, задавайте интересующие вас вопросы о комфортном материнстве нашим гостям. Телефон студии 320404, номер WhatsApp 8924 590 1625. Так, Лидия, расскажите, пожалуйста, о реализации комфортного материнства у нас в республике. Какие проводятся мероприятия? Данный проект «Комфортное материнство» это предложено именно Союзом женских организаций Республики Саха-Якутия, да, и мы благодарим Анжелику Егоровну Андрееву за столь хороший проект, который внедряется в нашу республику и дает возможность мамам, будущим мамам воплотить свои мечты, может быть, да, раскрыться как личность, ну и знать полезную информацию по воспитанию детишек, а также меры поддержки именно с государства, да, где идут. Ну, у нас кроме фестиваля «Инстамам», мы провели мероприятие в Губинском округе «Комфортная беременность» для будущих мам. Совместно с сервисом «Готовые сумки», это тревожный чемоданчик, вот, мы пригласили специалистов, компетентных специалистов, высококвалифицированных, которые раскрыли, что в течение беременности для будущих мам очень полезны, например, как йога, да, для беременных, грудное вскармливание. И педиатр-диетолог рассказала, что какие могут быть моменты после рождения ребеночка, да, первые месяцы. Вот. Потом
рассказали, как можно собрать вот тревожный чемоданчик, тоже очень полезно для будущих мам, потому что ну как вот собираются народы, да, все-таки это психологическая такая вот тревожность все-таки возникает, чтобы это минимализировать. Ну и психолог Юлия Степандина рассказала, как можно вести себя во время родов, да, и как не растеряться при этом. Ну и были лекторы из пренатального центра, да, которые рассказали нам, ну, будущим мамам, например, как правильно дышать при родах. Да? То есть из данного мероприятия все мамы ушли очень довольные, будущие мамы, да? Приворотов было 70%. Вот. И, конечно, вот полезные мероприятия, которые проводятся в рамках проекта «Комфортное материнство», дают ну, хорошие возможности. Да? В последующем мы хотим дальше реализовать вот, это направление «Комфортная беременность». Ну и еще сейчас включается в программу «Экология», да, вот по национальному проекту. Номер 1 у нас проблема, да? Да, потому что от экологии, конечно, больше зависит здоровье детей, матерей, вот, женщин. Поэтому вот Анжелика Егоровна, она предложила ну, сделать экологическое просвещение для нашего населения, да, и как мы, мамы, которые перед сном, например, детям читаем сказки, могли бы экологию передать через сказки. И замечательная идея. Вот. Анастасия Дарбасова, наша писательница данной сказки «Розовая чайка», где есть главные герои, да, и по этим сюжетам сказки ребенок уже с малых лет может понять, как же можно уберечь, да, нашу планету, Землю от каких-то пагубных влияний человека. Ну все приходит с детства. Да, Да. прививаем с детства, и с помощью этих эко-сказок мы надеемся, что наше будущее поколение, да, будет очень просвещенным, умным. Ну и надеемся на реализацию этой сказки. Но она пока только еще пишется, да, или как сказать? Ну, данная сказка, она уже создана, да, получается, и уже в скором временем уже выйдет, ну, как бы в свет, да, уже можно будет ее почитать. Ну и нельзя не затронуть такую проблему, как, несмотря на вот большое количество вроде бы, ну, поддержек, да, для молодых семей, все равно существуют такие, ну, грубо говоря, неблагополучные семьи, которым нужна помощь. Ну, тому пример, те же в социальных сетях видео, где семья рылась в этих мусорных баках в поисках еды, или женщина, которая покинула своих детей, да, просто на несколько дней, оставив их одних дома, ушла гулять. Вот в чем проблема? Почему допускаются такое отношение вообще? Как уберечь детей от этого? Что в таком случае делать? Ведутся ли какие-то беседы, например? Ну, сейчас ведется работа по именно, ну, с родителями, да, чтобы, ну, и для будущих вот мам целенаправленно, чтобы была именно ответственная родительность, ну, родительство, чтобы родители действительно знали ответственность. Они просто вот как бы родили ребеночка, а потом уже настигаются какие-то проблемы. Но, конечно, есть и моменты и другие, когда в действительности нужна поддержка женщинам, многодетным мамам, да, которые оказались на грани финансового кризиса, например, да, ну и чтобы они обращались, ну, определенные органы, да, не стесняясь этого. Ну и для каждой женщины, наверное, надо донести через это комфортное материнство, что стать матерью — это, конечно, счастье, да, в первую очередь. И, конечно, есть поддержка со стороны государства, со стороны общественных организаций, как вот Союза женщин Республики Саха-Якутия, да, и получается, что каждый женсовет в округе, да, он открыт, и если женщины обращаются к нам, например, да, то мы, ну, имеем полное право как бы помочь им, да, например, обратиться к специалистам, направить их и так далее.
Ну и вот тут, конечно, возникает очень много вопросов касательно поддержки, да, и вот именно в рамках форума «Женщины долины Туймада» консолидация во имя детей создана с такой целью, чтобы наши дети росли в комфортной среде. Вот этот проект «Комфортное материнство», да, конечно, раскрывает очень большие хорошие возможности для будущих мам, для матерей многодетных, одиночек. Ну и мы надеемся, что вот таких последствий, да, каких-то странных, очень удручающих, меньше станет. Мы очень на это надеемся. И мы, конечно, делаем добрые дела и с большим позитивом и надеемся, что все будет хорошо. Юля, ваше мнение вот по этому поводу? Ну, тоже можно на примере «Сделано руками мамы». Возможно, некоторым, сидя в декрете, да, просто как будто бы теряются, и им нечем, может быть, заняться, может, их как-то удручает. А вот, возможно, «Сделано руками мамы», да, поможет им как-то найти себя и как-то отойти, может, от послеродовой депрессии той же. Как вы считаете? На самом деле, да, у нас предусмотрено не только, так скажем, рассказ о том, как себя может мама реализовать, да, но и в первую очередь найти свое призвание. У нас работает врач-невролог, который как раз специализируется на раскрытии призвания человека, да, там есть свой собственный метод, это Ида Белых. Она поможет в этом. Есть финансовый эксперт, который как раз расскажет о том, как планировать семейный бюджет, как личные финансы, вообще как следить за ними, потому что это вообще же проблема большая в декрете, когда расходы растут, а доходы падают. И мамам как раз, в принципе, самая большая проблема это именно в финансах. Как раз все вот эти вот случаи, о которых вы упомянули, да, они как раз связаны с недостатком финансов. И мамам нужно как раз понять и найти себя. То есть, возможно, кто-то что-то умеет делать, но не представляет, как это можно реализовать. Кто-то может писать там тексты, да, кто-то может удаленно работать, через Инстаграм тот же. Это же очень много профессий, которые именно через Инстаграм или через интернет вообще, дизайн, там еще что-то. То есть главное натолкнуть человека на мысль, что если он сидит в декрете, он не трудоспособный, он может многое, главное захотеть, понять, что ты хочешь делать, и начать это делать. Спасибо. И хотелось бы коснуться такого тоже вопроса, какое положение сейчас Якутия занимает в сфере демографии, семьи и детства? Повысился ли он, или мы остались на той же позиции? Вот у нас же есть очень хорошая поддержка, да, Министерства труда и развития, да, дополнительные меры поддержки семьи при рождении детей. Конечно, это дает свои плоды, результаты, что у нас рождаемость хорошая, да, вот демографическая картина по республике и в целом стране улучшается. Надеемся, что дальше будет еще лучше, да, вот именно внедряя проект «Комфортное материнство» в нашей республике, председатель Союза женских организаций Анжелика Егоровна Андреева, она дала возможность многим матерям действительно раскрыться, да, вот, дает расти им как личность, и знать свои права, да, мамы должны, конечно, об этом должны знать, и вот меры поддержки государства тоже. И мы надеемся, что благодаря вот таким хорошим проектам, мероприятиям, да, что наших самозанятых мам, да, которые будут раскрываться и при этом зарабатывать, да, и растить детей в комфортной среде станет больше. И какие за эти годы появились меры поддержки семьи с детьми? Например, приведем в пример тоже ипотеку 2% годовую для молодых семей. И там какие-то свои тоже условия есть, да. Все-таки какие новые появляются программы, меры поддержки, достаточно ли их, чтобы искоренить, даже не искоренить, хотя бы уменьшить вот эти случаи, как тот же мы привели ранее?
Ну, конечно, меры поддержки увеличиваются с каждым годом, да, новые введения законодательства вводят наши депутаты на законодательном уровне, да, и вот благодаря форуму, да, вот мы очень надеемся, что их еще станет больше, да, и конечно, есть еще такой момент, что нельзя, конечно, все время надеяться на государство, да, но все-таки надо самим тоже что-то делать хорошее, да, и вот создать, например, по каким-то своим талантам, возможно, да, там же открыть свои ИП, да, чтобы мамочки вот дают возможность, ну, устроиться на работу, например, да. То есть это вытекающие проблемы на самом-то деле, которые на законодательном уровне наше как бы государство пытается решить. Но, конечно, могут быть и отрицательные моменты, и все возможно, вот это все охватить, конечно, очень сложно, да, но десятилетие детства, оно должно у нас 10 лет, да, программа реализоваться, и надеемся, что возможность еще будет каждый год нарастать, и, соответственно, ну и будет очень хорошо. Да. Ну и укрепился ли институт семьи, соответственно? Вот институт семьи, кстати, у нас тоже, вот, когда мы проводили мероприятие «Комфортная беременность», мамы изъявили желание, да, чтобы мы в следующем году приглашали пап, да, ну и, конечно, папа тоже очень ответственно должен относиться к рождению ребеночка, и ребенок вообще он должен расти, конечно, в полноценной семье. Но бывают ситуации разные в жизни, да, что детишки воспитываются не в полной семье, но при этом они не должны чувствовать себя, что они как-то вот обделены чем-то. Поэтому здесь тоже нужны, соответственно, вот в данном проекте, да, комфортное материнство, плюс еще ответственное родительство, ну и вот создание именно института семьи, такого вот крепкого, да. Ну, мероприятий на самом деле будет еще больше, да, и надеемся, что мы свою лепту со своей стороны туда тоже внесем. И хотелось бы еще упомянуть о плане основных мероприятий, проводимых в рамках десятилетия детства. За этот год, например, какие у нас мероприятия прошли, ну и планируется ли в начале вот следующего года какие-либо мероприятия? Ну, мероприятий, конечно, очень много, да, это конкурсы, это фестивали, это форумы, встречи, круглые столы, выставки. И здесь очень приятно, когда вот идет именно поддержка со стороны Министерства молодежи, да, со стороны Союза женских организаций, да, вот Республик Саха-Якутия. И, конечно, ежемесячно, да, вот у нас проводятся мероприятия. В целом, если этого года сказать, этого года, да, 19-го, то очень много мероприятий, и в 2020 году тоже планируется, ну и еще будут программы, планы уточняться на 2020 год, да, и сейчас вот конкретно сказать, что будет там, к сожалению, я не имею возможности сейчас. Ну, вообще по вот этим мероприятиям, которые проводятся в рамках тоже комфортного материнства, всего этого, есть какая-то эффективность прямо зримая, что да, это женщинам помогает как-то развиваться, уже есть какие-нибудь результаты? Да, конечно, есть результаты, потому что, например, у нас вот фестиваль «Нестамам», да, там некоторые родители уже записались на прием к нейропсихологам, например, да, если у ребеночка есть проблемы с говорением, да. И вот это тоже же, хотя маленький, но на самом деле это результат, потому что до этого родители не обращались, а благодаря вот этому фестивалю они уже могли узнать, куда можно идти, да, куда можно обратиться. Ну и, например, по комфортной беременности тоже, если возьмем, то там уже мамы первород, которые впервые рожают ребеночка, конечно, это очень
ответственно, да, и состояние здоровья может быть у кого-то не очень, да. В этот день они получили очень много информации и могли непосредственно обратиться в ту организацию, которая им нужна, ну, для каждой индивидуально. Поэтому я лично сама вот думаю, да, что такие мероприятия нам очень нужны, потому что многие мамы, они же точечно не знают, куда можно обратиться, да, какую помощь получить, поддержку. А тут в одном мероприятии, например, да, 3 часа, и ты узнаешь все, что нужно для комфортной беременности, да, от А до Я. А по фестивалю Инстамам, например, уже мамы с детьми, да, от 0 до 14 лет. И они тоже узнали, куда можно, какие кружки можно отдать ребенка, например, да, какие таланты можно раскрыть через творчество, хотя ребенок маленький, да. Ну вот таких моментов очень много, и отзывов от родителей, от будущих мам, да, было очень много. И по экосказкам сейчас уже начались классные часы, и вот эту розовую чайку наши члены Союза женских организаций, да, они читают, рассказывают детишкам, и получается, что уже есть первые плоды, да, которые дают возможность, что ребенок задумался, да, вероятно, вот действительно экология, ну, например, города Якутска, республики, в целом зависит от нас самих. То есть мы через экологическое просвещение хотим передать поколениям, что действительно вот не только ради галочки, да, проводятся какие-то мероприятия, а полезность и результат после того, как это все будет сделано. И очень отрадно, что каждое мероприятие, да, вот вносит какую-то хорошую, добрую жилку в каждого человека, который посещает эти мероприятия. Поэтому я, пользуясь моментом, призываю всех мам, да, будущих мам, девочек присоединиться к нашим самым хорошим проектам, да, которые реализуются в Республике Саха-Якутия. И нам очень повезло, что у нас есть такая организация, Союз женских организаций Республики Саха-Якутия, где вот очень хорошо все сглажено, да, работает данный проект. И я лично благодарю Анжелику Егоровну Андрееву, да, за столь большой вклад именно вот в комфортное материнство. Именно как женщины, мы же хранительницы очага, да, и у нас возложена ответственность воспитания детей. Ну и, конечно, со всех сторон это охватывает данный проект, да, начиная, вот, как говорится, от рождения, от вынашивания ребеночка до совершеннолетия буквально. Да. Потом, если девочки вырастут, они могут даже присоединиться к другим проектам, да, и, ну и дальше вот получается целая цепочка связей, что вот у нас как раз вот демографическая картина к концу десятилетия детства должно быть очень хорошим. Мы надеемся на это. Ну и действительно, даже на паблике Союза женщин, Союза женских организаций так и сказано: мы поддержим вашу инициативу, да, обращайтесь. Ну и, возможно, то же самое, да, было с проектом «Сделано руками мамы», тоже вернемся. То, что я помню, Анжелика Егоровна говорила, что да, действительно, формат понравился женщинам, и мы решили вот это продолжить. И «Сделано руками мамы», ну и тем более выиграл президентский грант, это уже тоже уровень, да. Ну, тоже об эффективности. Сколько вы планируете охватить, какую аудиторию? Сколько людей там могут принять участие? Или это вообще неисчислимое число? На самом деле поставлен минимум, это 120 женщин. Со всех 4 вузов. Да, и плюс Якутск, это минимум. Больше, если больше, то это прекрасно. То есть, чем больше людей, тем лучше, это же замечательно. Так как образование онлайн, мы не привязаны там, к какой-то одной площадке, да, чтобы вот, там вместилось определенное количество людей. А самое главное, чтобы был доступный интернет, чтобы женщины, которые участвуют в проекте, смогли смотреть уроки, выполнять домашние задания, отправлять их нам. То есть у нас была с ними связь. У нас будет группа в WhatsApp,
где мы будем общаться, поддерживать друг друга. Опять-таки, мамочки будут нам сообщать о своих успехах каких-то дополнительных, да, потому что, ну, как бы это тоже группа поддержки. Во-первых, они найдут себе единомышленниц, как-то расширят круг общения. Ну и мы будем тоже их поддерживать в их начинаниях, если они придумают какие-то свои проекты, и это будет на самом деле тоже очень хороший старт. Вообще, вот можно сказать, да, по поводу мероприятий, мы все публикуем в Инстаграме, то есть есть официальный аккаунт Союза женских организаций СЖО и КТ. Там мы публикуем все анонсы мероприятий, которые проводятся, приглашения, какие-то отчеты. То есть, ну, если вы хотите, как бы, если женщины хотят, да, узнать что-то, то они просто подписываются и уже следят за новостями. Это, ну, как бы удобно сейчас. Самое такое. Ну, мне кажется, участниц гораздо больше будет, если на Инстамам 400 человек пришло, да, тут уже большая сумма. Ну да, у нас, кстати, на самом деле большинство участниц на данный момент из Якутска идут, потому что, ну, конечно, да, им удобней. Ну, мы надеемся, что с районов тоже девушки подключатся активно. Сейчас мы до 1 декабря собираем заявки, основное количество нам нужно до 1 декабря набрать. И потом уже будем, ну, добирать. Все равно, если кто-то обратится, конечно, мы не сможем отказать. Самое главное условие — это если ребенку нет 3 лет, до 1 декабря, то есть до окончания подачи заявок. Если ребенку нет 3 лет, то женщина может участвовать в нашем проекте. Ну и если она проживает на территории данных районов. Сбор заявок вот самих участниц, кто хочет, да? Да. Они сами отправляют нам на почту. То есть вот у нас как раз в нашем Инстаграм-аккаунте, да, все требования написаны, что нужно сделать, чтобы подать заявку, как эта заявка должна выглядеть. И тогда она, в принципе, пишется там фамилия, имя, телефон, ну, как обычная заявка, да, род деятельности, дети и так далее. То есть это все можно найти у нас тоже в Инстаграм-аккаунте. Ну вот главное условие. Главное условие — это проживание на территории одного из районов, который участвует. Это, еще раз повторю, это Намский, Мегино-Кангаласский, Кангаласский, Горный или город Якутск и его пригороды. И наличие одного или нескольких детей до 3 лет на момент 1 декабря 2019 года. То есть не могут участвовать гости, например, да, или именно жители, например, столицы Якутска? Вот жители этих районов и города Якутска с пригородами. Да. А потом, да, мы планируем вообще эту реализацию до 2022 года, потом у нас география будет расширяться, то есть если кто-то сейчас хочет, то можно на следующий год попробовать, если как раз их районы попадают. Это еще будет расширяться все. Пока у нас пилотный проект, пока так пробуем. Ну и напомните, какие будут проводиться там мероприятия? Мы обучаемся онлайн. 6 недель обучения онлайн. У нас будут эксперты, которые расскажут про карьерный менеджмент, как соблюсти баланс между семьей и карьерой. Эксперт по личному бренду, как раз Туяна Андреева, это руководитель проекта всего, расскажет, как себя презентовать правильно, да, в социальных сетях и вообще. Это юридические, правовые услуги, то есть вообще как маме надо быть подкованной, она должна знать все свои права, на что она имеет право, да, свои обязанности как родительские. Это консультация по призванию врача-невролога, это финансовая консультация, как нужно вести личный бюджет, семейный бюджет. Это психологическая помощь, как вообще выйти из кризисного состояния, как понять, что ты в кризисном состоянии, вообще самокоррекция, это вся. Вот. Ну и я сама буду тоже там в проекте, да, экспертом. Я буду рассказывать, как вообще вести свой Инстаграм-аккаунт, как наполнить его. То есть, если мама решила заниматься предпринимательской деятельностью, да, как оформить правильно, чтобы найти клиентов, или там, если она блогером решила вдруг стать, и тоже свои какие-то там фишки будут. Вот. И все это будет за 6 недель. Мамочки будут получать небольшие уроки по 40 минут, будут выполнять домашние задания. Потом 2 недели у них будет на продумывание своего проекта личного, то есть что они решат сделать. И в конце будет выезд, то есть к ним в район. Будем обговаривать отдельно, куда именно приедем, да. Будут
форсайт-сессия, будет консультация экспертов, и также мы приедем, да, то есть, понятно, там мамы, дети маленькие, с нами будут воспитатели, которые будут помогать в присмотре за детками именно в момент обучения. Вот. Спасибо, Юлия. Очень интересные проекты. Лидия, тоже очень интересные проекты. Ну, желаю вам удачи, успехов, больше участников. Спасибо. Ага. А на этом наша тема дня подошла к концу. Спасибо за ваши ответы. Спасибо, что приняли участие. У нас в гостях были председатель женского совета Губинского округа города Якутска, член Российской экологической академии Лидия Сыровацкая и СММ-менеджер, эксперт проекта «Сделанный руками мамы» Юлия Самольникова. В студии для вас работали ведущая Инна Довкина и звукорежиссер Ирина Николаева. Тема дня.